Добрый день, уважаемые наши зрители и читатели! Продолжая цикл бесед, посвященных 90-летию Бурятского государственного академического театра драмы имени Хасана Мсараева, сегодня расскажем о наиболее выдающихся, известных актерах и работниках театра. Сцена Бурятского театра помнит имена выдающихся, поистине легендарных артистов, музыкантов, художников и работников других цехов, которые своей просветительской, подвижнической деятельностью внесли неоценимый вклад в сохранение самобытной культуры и национальных традиций бурятского народа. Но мы же в предыдущих лекциях говорили о том, что официальной датой открытия театра считается 7 июля 1932 года. Но подготовка к этому событию началась намного раньше, ибо без подготовленных кадров невозможно было бы открытие Национального театра. В 1928 году, то есть за 3,5 года до этого события, в Верхнеудинске открылся национальный клуб, ставший базой для занятий музыкального практикума государственной музыкальной передвижки Московского дома искусства имени Поленова. Они разъезжались по всей стране, собирали фольклор и обучали музыке талантливую молодежь. И вот первыми слушателями музыкального практикума, возглавляемым Борисом Сальмонтом, стали Гамбо Цыдынжапов, Мария Шамбуева, Николай Таров, Антроп Ильин, еще несколько таких талантливых, одаренных людей. В конце года, в декабре месяце, в Национальном клубе состоялся диспут об организации профессионального национального театра и подготовке бурятских актеров. В результате вот этого диспута была открыта театральная студия, или еще их называли мастерские, для обучения сценическому искусству будущих бурятских актеров. Через несколько месяцев состоялся просмотр работ этой группы, и были выявлены 12 наиболее одаренных, способных юношей и девушек. И они были все зачислены в Национальную театральную студию при уже наркомпросе республики. Но в их числе были, кроме вышеназванных, Гамбо Цыдынжапова, Шамбуевой, Антроп Ильин, Николай Таров, Ульяна Балдонова, там была еще Неля Гиндонова, Череженева Гининов. То есть было их 12 человек. В июне 1929 года выходит постановление коллегии наркомпроса об открытии в Верхнеудинске Дома национального искусства с 2 студиями при нем, театральной и музыкальной. И вот в октябре 1929 года Дом национального искусства начал учебный год. Первым директором этого дома был назначен Петр Домбинов, но в бурятской литературе он больше известен как Солбане Туя. Вот эти отобранные талантливые молодежь, они продолжили учебу в течение еще 2 лет, до 1932 года. В марте 1931 года постановлением коллегии правительства Бурят-Монгольской ССР на базе студии Дома искусств открывается уже техникум, не Дом искусства, а уже техникум искусств. И там было тоже 2 отделения, театральное и музыкальное. На театральном отделении, кроме вот этих вышеназванных имен и фамилий, стали учиться Намжел Балдано, Владимир Холматов, Петр Николаев, Юрий Шангина, Софья Халтагарова, Жамсо Иванов, порядка около 20 человек. Именно вот эти талантливые люди, обучавшиеся еще в течение 3 лет, стали основоположниками бурятского театра, и наибольших вот успехов знаменитыми в последующие годы стали следующие именитые люди. И первым, конечно, будет стоять имя Гамбо Цыдынжаповича Цыдынжапова. Уроженец села Улюкчикан Баргузинского района.
В 1928 году, задолго еще до открытия профессионального театра, он учился в педтехникуме. И особо любимыми были для него занятия по музыке. И вот особенно вот на курсах Бориса Сальмонта он был одним из главных его учеников. После завершения учебы в педтехникуме с 1931 по 1935 годы Камбоци Денджапов уезжает в Москву, повышает свое образование. И он учился в ГИТИСе, окончил режиссерский факультет. И в 1935 году с дипломной работой «Тартюф» по пьесе Мольера он стал уже профессиональным работником нашего театра. Но после учебы он, конечно, вернулся на родину. В первые годы он вместе с Марией Бадмаевной Шамбуевой ставили спектакли мировой классики. Это «Тартюф» Мольера, «Слуга двух господ» Карла Гальдони, «Отелло» Шекспира. В этих пьесах они не только как режиссеры выступали, они играли в главных ролях. Так в «Отелло» сам Камбоци Денджапов играл роль Отелло, а Мария Шамбуева играла роль Дездемоны. Намжила Болданова роль Ягоды, самой главной роли. Камбоци Денджапов, вообще все основоположники, они приняли участие в первой декаде бурятского искусства в Москве 1940 года. И в 1959 году тоже был участником, таким образом, участник двух больших декад, которые проходили в Москве, декад бурятского культуры и искусства. В годы Великой Отечественной войны Камбоци Денджапов очень большой вклад внес в подготовке концертных номеров, вообще программ по обслуживанию воинских частей на фронтах. Он выезжал на фронт 2, 3, 4 месяца они могли выезжать, собрав такую небольшую мобильную группу, они выезжали и ставили концерты на фронтах войны. И вот 1948 года в республике начинается подготовительная работа по созданию театра оперы и балета. Строилось новое здание, которое было сдано в 1951 году, в котором театр оперы и балета работает и по сей день. Наш театр музыкальный, драматический в 1949-1950 году разделился на два театра. Драматические актеры остались и стали основой Бурятского драматического театра, а музыкальные актеры, они ушли и стали основоположниками театра оперы и балета. И Камбоци Денджапов был приглашен как художественный руководитель театра оперы и балета. И сегодня этот театр носит его имя. За свою деятельность Камбоци Денджапов удостоен звания «Народный артист Советского Союза», лауреат государственной премии, награжден многочисленными орденами и медалями. Следующее, о ком бы хотелось мне это рассказать, Мария Бадмаевна Шамбуева. Так же, как и Камбоци Денджапов, она начала служить театру с 1928 года. Она уроженка села Шалоты Аларского района. Тогда был не Аларский район, а Голумецкий район назывался. И также вот ее судьба связана с театральным искусством, начиная с первых шагов, с 1928 года. После окончания техникума в Верхнеудинске она также поехала в Москву, училась на режиссерско-педагогическом факультете Центрального техникума театрального искусства. Это нынче Российская академия театрального искусства имени Луначарского. И вот в 1935 году спектаклем по пьесе «Салгонай Туя» Аюм Билик, она защитила дипломную работу и стала работать в театре. В 1934-1935 годах вся труппа театра принимала участие на съемках кинофильма «Наместник Будды» в Крыму. Почти 6 месяцев снимались в кадрах фильма, ставили большие концертные программы в городах Крыма. И вот Мария Бадмаевна вместе с Камбоци Денджаповым успела поставить за свою недолгую жизнь «Слуга двух господ», «Сысыгма» Жамса Тумонова, «Васа Железного» Максима Горького. Она сыграла роль Дездемоны, первого бурятского Дездемона в спектакле Шекспира «Отелло».
играла в других спектаклях. В 1936 году она в составе делегации от Бурят-Монгольской ССР была на приеме в Кремле. И из рук всесоюзного старосты Калинина получила орден Трудового Красного Знамени, грузовую автомашину, которую подарила родному колхозу, и золотые наручные часы. Но, к сожалению, отпущена очень так короткая жизнь. В 1939 году в возрасте 30 лет, еще до первой декады, она скончалась. Иногда спрашивают, почему так рано. Она просто во время родов умерла. Богдану Намжил Гармаевич. Мы о нем в предыдущих двух наших беседах говорили, что именно его пьесы «Прорыв» был открыт Бурятский национальный театр. Уроженец села Арангой Иволгинского района, заслуженный деятель искусства РСФСР, народный писатель, народный артист, лауреат государственной премии. Он прожил очень долгую жизнь, до 1984 года. Именно пьесой Намжила Богдано открылся Бурятский театр. В последующие годы несколько его пьес шли на сцене театра. То он, один из многих, два друга, рыбаки Байкала. Тоже в дни двух декад 40-59 года в Москве он был и как драматург, как художественный руководитель. Его заслуги в проведении этих декад была, конечно, огромной. И таким образом три Цыбенжапов Гамбо, Мари Шамбы, Намжила Богдано, они были руководителями становления первых шагов Бурятского театра. А теперь я хочу рассказать о тех 15 артистах, которых мы с гордостью называем наши основоположники. И, конечно, первый в этом ряду будет стоять имя народной артистки Советского Союза Марии Николаевны Степановой. За долгие годы сценической деятельности она удостоилась званий высоких народная артистка Советского Союза. Она одна из первых была удостоена этого высокого звания. Медали за трудовое отличие, за трудовую доблесть. Родилась она в селе Куйта Аларского района Иркутской области. И в театре с 1932 года. Успела окончить Лондонский театральный техникум искусств. И участница двух декад 1940-59 года. И выезжала на все гастроли театра. И не только по всем районам Бурятии, Иркутской области, Агинского округа, также и в Монголию выезжала. В общем, это история бурятского театра, это история творчества, жизнедеятельности Марии Николаевны Степановой. За долгие годы она сыграла более 100 ролей. Буквально в прошлом году мы отмечали тоже круглую дату, 105 лет со дня рождения Марии Николаевны Степановой. И невозможно, конечно, перечислить все 100 с лишним ролей Марии Николаевны. Тут есть и Батажабай, все произведения, и монгольский драматург, и бурятская драматургия, и русская классика, зарубежная классика. Нет такого спектакля тех лет, в которых Степанова Мария Николаевна не исполняла бы ту или иную роль. 5 или 6 кинофильмов с участием Марии Николаевны Степановой, и наиболее такие известные, которые показывали во второй декаде 1959 года, это «Парад таежного подснежника». В 1958 году это Свердловская киностудия снимала. «Золотой дом», Мосфильм, 1959 год. Свердловская киностудия «Только вдвоем», «Свет Росомахи», 5 или 6 кинофильмов с участием Марии Николаевны Степановой. Недан Гендунова, Недан Дашинамжиловна, а в театре ее звали Надежда Степановна. Народная артистка Российской Федерации, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, знак почета, уроженка села Тари Жилинского района. Пришла в театр и связала свою судьбу до конца своей жизни, начиная с 1928 года. Участница 2 декад.
В спектакле «Прорыв», которым открывался театр, она сыграла две такие роли, потому что не хватало актеров. Каждый успевал переодеваться. Даже иногда говорили, что мы даже и три могли роли сыграть в одном и том же спектакле. Тут опять так же вот и русская классика, зарубежная классика, бурятская драматургия, и кинофильмы «Парад таежных подснежников», «Захар Беркут», «Великий самоед», «Прощание с матерой» по Распутину, «Люди голубых рек» Ленфильм снимал. Гининов Чеженев Генинович, народный артист Российской Федерации, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Родом из села Корка Кижингинского района и также выпускник Лондонского техникума искусств, Дома народного искусства. С театром связал свою жизнь с 1928 года. Он также написал несколько пьес. Легенды Сайылма Батышулун. Он вошел в историю бурятского искусства как исполнитель бурятских народных песен. После каждого спектакля, особенно в районах Бурятии, Агинского округа, они давали концертную программу целую. Холматов Владимир Константинович, уроженец села Мордай Аларского района, в плеяде основоположников Бурятского театра. Он и актер, и автор, постановщик спектаклей «Сила любви», «Семья базара». Этот спектакль показывали во время гастроли в Монголию в 1965 году «Одним дыханием». И также сыграл больше сотен ролей во всех спектаклях, которые шли на сцене театра. Он преподавал в театральном музыкальном училище мастерство актера. У него очень много учеников, которые также работали вместе с ним в театре. В 1967 году вместе с Федором Семеновичем Сахировым, Марией Николаевной Степановой они при театре создали свою театральную студию, о которой мы будем также говорить в последующих наших беседах. Юлия Павловна Шамгина, заслуженная артистка Российской Федерации, также кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Она из Улуса Халта Аларского района, тоже техникум искусства за ее спиной, и до конца своей жизни, в 1990 году Юлия Павловна ушла из жизни, она также отдалась сцене родного театра. Но нет, наверное, надобности повторять, что все вот эти актеры, основоположники, играли во всех спектаклях тех лет. В ее звездной роли были «Гроза» Островского, роль Кабанихи, которые восторгались, который вызвал такой ажиотаж, можно даже с современным сленгом, среди зрителей. Играла «Сон в летнюю ночь», «Барометр показывает бури», Даша Раптан Батажабает. И в годы войны Юлия Павловна Шамгина вместе со своими друзьями она выступала перед бригадами, которые отправлялись на фронт. Антроп Степанович Ильин также входил в плеяду основоположников. Родом из села Нукутского района Иркутской области. С 1928 года он учился в группе, и вот очень удивительным образом он был и пел. Он играл на многих музыкальных инструментах и очень хорошо исполнял танцы. Во время концерта он был первым, как говорится, танцором. Во время первой декады, когда был прием в Кремле, и Антроп Степанович на этом приеме перед Сталиным он станцевал лезгинку, чем привел такой неописуемый восторг членов правительства. Тоже очень долгие годы Антроп Степанович, он до конца жизни проработал в театре вместе с Надей Гендуновой, супругой. Они воспитали 7 детей, сумели дать им, поставить их на ноги и стать основоположником Бурятского драматического театра. Николаев Петр Многославич, заслуженный артист Российской Федерации, зоны Аларского района. И в 30-е году вступил в группу Сальванта. Он также играл
Вообще, должна сказать, что все эти вот вышеназванные актеры, они играли на музыкальных инструментах, они пели, танцевали, они читали, они играли, они были, как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. И также вот Петр Нагославич сыграл в сотнях ролей в спектаклях разного репертуара. И во время войны играл вот и Кнут Тайши Карабожик Житов, Инхбулат Батыр, Горе от ума Грибоедова, Петр Нагославич и Мария Николаевна Степанова. Это была одна семья тоже, воспитали детей. Следующая семейная пара из театра, которые долгие годы проработали в театре, это семья Лосевых. Георгий Федорович Лосев, родом из села Барун-Хасурта Хоринского района, заслуженный артист РСФСР. В 1939 году он уже окончил Улан-Удэское музыкальное училище и стал работать в театре. Участник первой декады литературы и искусства в Москве. В годы Великой Отечественной войны воевал на Калужском фронте, был очень тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, знак почета, многими медалями. За долгие годы работы в театре он сыграл около 100 ролей. Если их перечислять, хотя бы основные, это Ватыла Кассио, Борис в «Грозе» Островского. Это первый Тайша Дымбылов в «Кнуте Тайши» Хасаном Сараеве. Король Лир, Кент. За роль Мамаева в спектакле «Ленушка» по пьесе Леонида Леонова Георгий Федорович был удостоен серебряной медали имени народного артиста Советского Союза Алексея Попова. Абушеева Лидия Арсентьевна, народная артистка Бурятии. Они вместе с Георгием Федоровичем с 1936 года по 1939 годы они учились в театральном музыкальном училище. Лидия Арсентьевна, еще будучи студенткой, участвовала во всех постановках театра. Более 40 лет Лидия Арсентьевна проработала в театре и создала на сцене более 80 ролей. Но если учесть, что у них 3 детей было, конечно, в то время, Лидия Арсентьевна не всегда могла выезжать и на гастроли, не всегда могла принимать участие в тех или иных постановках. Но, тем не менее, вот «Урангуа», спектакль «Бабжа-Барас Батыр», 1944 год, «Варвара в «Грозе» Островского, «Сысыгма», во всех спектаклях Царина Шакжина. Также Лидия Арсентьевна, участница 2 декад в Москве. Она выезжала на гастроли в Москву, Ленинград, Калмыкию, Монголию, но о том, что ездила по всем районам Республики Бурятия, Агинского округа и Иркутской области, все, наверное, актеры выезжают так. Но также к влиянию актеров старшего поколения относится Гончикова Цендама Санжиевна, заслуженная артистка Бурятской ССР. Выпускница Улан-Удэского театрально-музыкального училища была принята в театр и стала со временем одной из ведущих актрис. За годы работы сыграно несколько десятков ролей в спектаклях «Виателлы», «Слуга 2 господ», «Сысыгма» Жамса Тумонова, во всех спектаклях Хасана Сараева, Батажабая, Дагзамат Сусуковна Чемитова, народная артистка Бурятии, трудовую деятельность начала в 1940 году. Я почему вот эту группу объединила, потому что и Георгий Федорович, и Лидия Арсентьевна, и Цендама Санжиевна, Дагзама Сусуковна, они вместе учились музыкальной техникой в одно и то же время, только на разных курсах. Дагзама Сусуковна с 1940 года она в театре работает. В годы войны она в составе бурятской делегации ездила для вручения танковой колонны бойцам Западного фронта. Всю свою жизнь она посвятила своему театру. Создала более 70 ролей. Играла и в «Катерину в «Грозе», и в «Будамшу» Царина Шакжина.
во всех спектаклях монгольских драматургов и награждена медалью за трудовое отличие. А ее одной из последних таких звездных ролей была роль Кадичи в спектакле по пьесе Чингиса Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Мы уже говорили о том, что в 1932 году 15 молодых артистов открывали первый сезон театра спектаклем «Прорыв». И среди них были Пакбаин Жукдуш Сандакович, уроженец Агинского округа. В театре он с 1929 года, еще задолго до открытия театра официально, заслуженный артист Бурят-Монгольской ССР, кавалер ордена Знак почета. Он театру посвятил всю свою жизнь, сыграв более 50 ролей. В «Тартюфе» играл, в «Слуге двух господ». К сожалению, Жукдуш Сандакович ушел из жизни очень рано. Это случилось в 1953 году зимой во время гастролей театра в Бичурский район. И в одном из сельских клубов во время спектакля ему стало плохо. Ему было всего 43 года. Халтагарова Софья Матвеевна, заслуженная артистка Бурят-Монгольской ССР. Софья Матвеевна начала свою трудовую деятельность с 1929 года, когда она, будучи студенткой техникума искусств, была принята в труппу театра. В 1932 году она была в числе 15 тех, кто открывал первый сезон бурятского театра. Софья Матвеевна сыграла роли в 3 известных фильмах. Она много снималась. Играла она в спектаклях монгольских драматургов, это я была, как говорится, и бурятском. Особенно у нее удавались роли в спектаклях монгольских и бурятских драматургов. Ринчино Байжани Мациянович, заслуженный артист Бурят-Монгольской ССР. 7 июля в первом спектакле он играл главную роль Шарья Ламы. Будучи совсем молодым, наверное, лет 20 даже не было, но он был вынужден такой играть возрастную роль. Он окончил музыкальное отделение Ландельского техникума искусств. Он очень хорошо пел и играл на маринхоре, вообще на многих музыкальных инструментах. В 1959 году он снимался в кинофильме «Парад таежного подснежника», который показывали на 2-й декаде бурятского искусства. К этой же группе относится Иванов Жамсу Манзанович, заслуженный артист Бурят-Монгольской ССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. С 1930 года более 40 лет проработал в театре. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами славы 3-й и 2-й степеней, медалями за взятие Вены, за победу над Германией. Участник 2 декад. Жамсу Манзанович вошел в историю бурятского театра как первый исполнитель роли Труфальдина. Это «Слуга двух господ» в 1937 году и «Будамшу». Это классика, золотой фонд бурятского театра, который впервые поставили в 1954 году. Цудин Батмаевич Дамдинов, заслуженный артист Бурят-Монгольской ССР, один из первых выпускников техникума искусств, и с 1932 по 1963 год более 30 лет он проработал в театре. Участник войны, а в мирное время получил орден Знак почета, участник 2 декад, играл роли в кинофильме «Приживальский» в 1949 году, «Золотой дом» в 1959 году. Мы назвали в основном выпускников техникума искусств. В театр приходили в 30-е годы не только выпускники техникума, но и талантливые участники художественной самодеятельности, в числе которых были Дагбатажевич Дондуков, Сундук Бимбаевич Рапсалов. В начале 50-х годов была приглашена Церемже Уладаева, которая впоследствии
стал уже заслуженной артисткой Российской Федерации. В те годы актеры выезжали на гастроли по Агинскому округу, по Иркутской области, по районам Бурятии. И гастроли длились не 1 месяц, не 2, а по 3, по 4 месяца. И очень они в своих воспоминаниях говорят, что они брали с собой полностью и посуду, и продукты, даже раскладушки, кто мог своих детей, кто на санях, кто на телегах. Гастрольная жизнь, конечно, тех лет была достаточно суровой. Не было таких больших гостиниц удобных, как в нынешнее время. И жили кто иногда приходилось ночевать и в клубах, и у кого были знакомые, то своих знакомых, родственников. И таким образом они проводили свои длительные гастроли. Но никогда никто из них не жалел о том, что избрали такую профессию и отдали ей свою, как говорится, жизнь. Деятельность Бурятского театра начала 50-х годов связана с именем Балбарова Цирена Айжановича, бессменного директора театра с 1952 по 1988 годы в течение 36 лет. Но о нем написана книга «Генерал в искусстве» или же «Дело всей жизни». Очень, если кратко, то родом из села Барун-Хасур Тахоринского района, участник Великой Отечественной войны, капитан артиллерии. Он воевал на Калининском, Волховском, Ленинградском направлениях. С 1952, говорим, до конца своей жизни он посвятил себя становлению, развитию, процветанию Бурятского театра. Благодаря его организаторским способностям, его энергии, беззаветной преданности искусству, театр под его руководством добился самых больших успехов. Это успехи во второй декаде 1959 года. Там было 5 спектаклей: «Горе от ума» Грибоедова, «Тайфун» китайского драматурга Цао Юй, «Будамшу» Цирен Шакжина, «Ровесники» Батмунку Пурбуева. И по результатам гастролей Москву, Ленинград в последующие годы театр был удостоен высокого звания академический. Наш театр первым стал восточнее Урала театром, получившим это высокое звание. Орден Трудового Красного Знамени, который театр был награжден в честь 50-летия со дня открытия. И Балбаров Цирен Айжанович, благодаря ему, его упорству, театр живет и работает в новом здании, которое вот Куйбышева 38, в котором мы работаем по сегодняшний день. И, конечно, очень большое внимание уделял директор подготовки кадров. Благодаря ему в Ленинграде окончили 3 студии. Это первая ленинградская студия 54-58 годов, вторая ленинградская студия 1964-69 и третья ленинградская студия. Все это было при Балбарове. И при нем же дальневосточная первая театральная студия, и вторая студия была в Владивостоке. И таким образом, конечно, Цирен Айжанович удостоен многих званий и регалий. Есть у него и воинские награды, и награды, полученные в мирное время. И вот на сегодняшний день в театре работает 4 поколения выпускников Ленинградской студии. 2 выпуска, даже 3 выпуска Дальневосточного института искусств, выпускники Академии культуры Москвы, большое число выпускников разных высших учебных заведений других городов. Мы с вами в этой части беседы ознакомились с актерами старшего поколения, которые работали в театре с начала 1930-х, в течение 40-х годов и до начала 50-х годов. Следующая часть беседы будет посвящена актерам с начала 1950-х годов и начала 2000-го года. Спасибо за внимание.